В России прошли самые массовые акции протеста в современной истории страны. Только в Чебоксарах было сотни задержанных, а я сам сидел 3 недели в спецприемнике. Такой агрессии от государства не было никогда. Причиной тому один человек, который выжил после отравления, раскрыл своих отравителей, показал нам всем дворец Владимира Путина и посмел вернуться на родину. При этом власти Чувашии продолжают молчать. Публично высказался только Олег Николаев, который поддержал действия силовиков. В целом, на мой взгляд, органы внутренних дел работали достаточно адекватно. Ни на сайте Госсовета, ни на сайте Гордумы столицы нет и намека на обсуждение происходящего в России. Я решил позвонить депутатам лично и узнать их мнение по поводу главного политического события этого года. Алло, здравствуйте. Елена Леонидовна? Да. Это Семен Костин вам звонит. Хочу вас под запись узнать, вот ваше мнение. Смотрите, 23 и 31 января в Чебоксарах прошли мирные протесты. Слышали о них? Может быть, сами ходили? Нет, не в курсе. Не в курсе. Не слышали про протесты ничего? Я не знаю, про какие протесты. Я работаю, занимаюсь своей работой. Я не знаю, какие там протесты. То есть вы как замначальник ЖКХ и депутат городского собрания я не не слышали? замначальника ЖКХ. Я не замначальника ЖКХ. В общем, давайте всего хорошего. Если надо, официальный запрос направлять, на официально отвечу. А как относитесь к этим протестующим? Знаете их требования, что они выдвигают, что хотят? Ну, я не знаю. Я не был на протестах, не видел, поэтому... Не слышали, да, о них, получается? Прокомментировать не могу. Не можете. Понятно. Да. Я на протесты не ходил. Угу. Ну, слышать про них слышал, да. Но меня больше всего расстраивает, что дурит молодежь. Дурит молодежь. Да, что школьников настраивают, школьники приходят. Ну, какие массовые протесты? Ну, что такое? Зачем им голову-то засирать? Ну, я в них точно не принимал участие, да. Слушай, ну, знаете, вы сейчас скажете, я по работе занят, да? Угу. Давайте чуть позже, может, созвонимся, я не знаю, через часа полтора. Угу. Через часа полтора можно будет вам позвонить. Давайте, да. А как можно связаться с Альбиной Егоровной? А кто говорит? Представьте, пожалуйста. Семен Кочкин меня зовут. Альбина Егорович на данный момент на выезде. А можете мобильный номер дать ее? Личный телефон номера нет, конечно. У нас прошли серьезные мероприятия 23 и 31 января в Чебоксарах. Он, мне кажется, председатель Госсовета должен высказаться по этому поводу. Я передам, что вы звонили. Ну давайте она мне позвонит, тогда перезвонит. Нет, я не обещаю, что она вам позвонит. Я ей скажу, что вы звонили. Все, отлично. Это на ее усмотрение. А слышали вот про фильм про дворец Путина? Нет, я такие фильмы вообще не смотрю. Я боевики люблю и мелодрамы про любовь. Ага, понял вас, Юрий Михайлович. По центральному телевидению слышал, но тоже прокомментировать не могу. Я не смотрю такие вещи. Понятно. А как вообще относитесь к событиям, что отравили Алексея Навального? Осуждаете ли вот то, что вы сейчас его посадили? Ну, я считаю, что это провокационная ситуация. Западные спецслужбы отработали красиво и создают смуту. Мне кажется, это так. Слышали, Они что... туда попали. Как не туда? Сергей Григорьевич, зачем так обманывать? Алло, Сергей Григорьевич. Я еще раз говорю, вы не туда попали, не беспокойте больше, хорошо? Сергей Григорьевич, зачем вы обманываете? Еще раз говорю, забудьте этот номер. Все, до свидания. Сергей Григорьевич, зачем вы обманываете людей? Ну вот смотрите, в Чебоксарах были задержаны и осуждены сотни людей. Вот они вышли на мирные собрания, да, вот их вот задержали, осудили, в том числе и меня. Вот. Как вы думаете, имеют ли право чебоксарцы право на выходить на улицы, выражать свое мнение мирно, без оружия? Ну, естественно, если вам там 18 лет уже есть, я надеюсь, вы можете все что угодно сделать, да, но только в нормальных, мирных, вариантах, там, не драться ни с кем и... Ну да. Не буянить, не нападать ни на кого, просто выходить, да, и, наверное, я действительно не далека от этого, все тонкости закона не знаю, но
Если человек хочет выразить свое мнение, пусть выражает. Но законно это или незаконно, не мне решать. Ну, мне сложно комментировать эти события, потому что я в них не участвовал, честно говоря, Мгм. не в курсе сотен Ну, как депутат. арестованных и задержанных. Ну, как депутат уж, наверное. Ну, Я уверен, там были и ваши избиратели в том числе. ну, может быть, они мне об этом не сообщали, поэтому, то есть, раз не сообщали, значит, для них это не являлось ни проблемой, ни какой-то там отдельной темой. Поэтому я извиняюсь, у меня совещание просто идет сегодня. Я не слышал про это, про то, что были задержаны и осуждены. Ну, вот я вам говорю, вот я вот сам три срока административных отсидел. Вот. 3 срока, по сколько суток? 7, потом 8. Семен, да вы уже рецидивист. Я да, уже да. Ну вот, а в Чебоксарах, понимаете, там, ну, я вот серьезно вам говорю, там больше 100 человек получили административки. Ну, если этот митинг не был согласован, они действовали по закону, что я могу сказать? Закон един для всех. Угу. Ну, то есть, как бы нормально считаете? Я считаю, что если есть законодательство, то его надо исполнять. Алло, Дмитрий Валерьянович, здравствуйте. Да. Меня зовут Семен Кочкин. Я хочу под запись у вас спросить. Вот смотрите, 23 января и 31 января. Я сейчас занят, извините, пожалуйста. А когда можно будет вам перезвонить? Честно говоря, я ожидал больше смелых ответов. Даже не близких себе, а просто смелых. Разве нам нужны такие депутаты? Давайте уберем единороссов уже в этом году из Госсовета Чувашии и Госдумы. Регистрируйтесь в умном голосовании, присоединяйтесь к большой уборке. Поддержите осужденных за участие в мирных акциях. Переведите любую сумму по реквизитам в описании. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Это поможет ролику расти. Вместе мы сможем многое. Вместе мы добьемся справедливости.